Здравствуйте, дорогие ребята! Вас приветствует школа мордовских языков. Я Кристина, и мой стремящийся к знаниям помощник Куйграш продолжаем знакомить вас с удивительной страной макшанского языка. Шумрат, Кристина, Шумрат Адыялгат. Куйграш, подскажешь ребятам, какой теме будет посвящен наш сегодняшний урок? Конечно. Друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовил, и угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Книга-учитель, книга-наставник, книга-близкий товарищ и друг. Ум, как ручей, высыхает и старится, если выпустишь книгу из рук. Книга-советчик, книга-разведчик, книга-активный борец и боец, книга-нетленная память и вечность, спутник планеты Земли, наконец. Правильно, ребята! В этом стихотворении говорится о книге. И наш урок будет посвящен именно ей и той роли, какую она играет в нашей жизни. Итак, тема нашего урока «Монь кельгама книгазе» – моя любимая книга. Мы ходим в школу, учимся читать и писать, начинаем дружить с книгами. Что может быть занимательнее, чем чтение хорошей книги? Ребята, а у вас есть любимые книги? Конечно, есть, Кристина. Мои друзья очень любят читать. Ребята, а какая ваша первая книга в школе? Правильно, ребята, букварь или азбука. Ребята, а вы знаете, как появилась грамотность на Руси? Славянскую азбуку создали византийские монахи Кирилл и Мефодий, которые жили в IX веке. В честь Кирилла эта азбука была названа кириллица. Первые книги были рукописными и очень дорогими. Листы книг изготавливались из телячьей кожи. Книги украшались небольшими изящными картинками, миниатюрами. Первыми литературными произведениями были летописи, а первыми летописцами, то есть писателями, являются митрополит Иларион и монах Нестор. Друзья, долгое время дети Мордвы осваивали грамоту по церковным книгам, самостоятельно или в монастырских и церковно-приходских школах. Создание первого букваря на макшанском языке принадлежит Макару Евсевьевичу Евсевьеву. Его букварь для Мордвы Мокши вышел в 1892 году у истоков мордовской литературы. Стоит и имя известного поэта, педагога, фольклориста, переводчика и общественного деятеля Захара Федоровича Дорофеева. Книга в переводе с греческого языка дословно переводится как «истинный». И это не случайно, ведь во все времена книга неизменно служила учебником. Ребята, по-макшански книга будет звучать так же, как и в русском. Книга, читать книгу звучит как лувамс книга. Друзья, повторим это предложение вместе и запомним его. Лувамс книга. А теперь назовем слова, которые характеризуют наши действия, как только мы берем в руку книгу. Повторяйте за мной. Вешамс – искать, кочкамс – собирать, кельгамс – любить, сявамс – взять, лувамс – читать. Книги – наши первые мудрые друзья, наши добрые советчики. В них каждый найдет нужную информацию. Кто-то любит читать сказки, кто-то увлекается приключенческими рассказами, а кто-то обожает стихи. Друзья, я назову наименования разных жанров на макшанском языке, а вы постарайтесь их запомнить. Книга – книга, стихотворение – стихотворение, йовкс – сказка, аскс – рассказ, повесть – повесть, роман – роман. Ребята, а теперь попробуем охарактеризовать наши любимые книги и назовем слова-признаки на макшанском языке. Повторяйте за мной. Кельгавикс – любимый, мяльстуф – интересный, интересный, нюркяняня – небольшой, отю – большой, объемный, резнавты – переживательный. Молодцы, ребята! На страницах книг каждый из вас может найти что-то интересное для себя. Заметки об истории Мордовского края, знаменитых земляках, сказки финно-угорских народов, произведения макшанских писателей и поэтов, и также детские произведения. Запомнили, ребята? Очень хорошо! Ну а теперь пришла пора закрепить изученный материал. Друзья, существует много пословиц про книги. Давайте познакомимся с ними и попытаемся понять, о чем они нам говорят.
Кия лама луви, сяэря в салама содай. Кто много читает, тот много в жизни знает. Книга стонь ялгате, сонь в таманза, кять в томат. Книга твой друг, без нее как без рук. Книгась козя арзяня, конан скятни пяшкади содамашиса, алиятне синтия снолясась. Книга – богатейший сундучок, в который одни вложили свои знания, а другие пользуются ими. Книгась мялень шраня, а шрать вакса терни векажнась. Книга – стол мысли, а за стол приглашается каждый. А теперь мы с вами загадаем несколько загадок, а вы попробуйте их разгадать. Кия покорта кто нафты, кто молча учит. Кяльфтома, а сем вытязанцы, без языка, а обо всем рассказывает. Пряфтома, а сем быть содасы, без головы, а все знает. Пилькфтома, а сем бивасца уленди, без ног, а везде бывает. Правильно, друзья, это книга. Мы с Куйгрышем разыграем диалог на макшанском языке, куда будут включены слова по сегодняшней теме. А вы слушайте внимательно и попробуйте понять содержание нашего диалога. Если вам покажется это сложным, можете заглядывать на слайды, где будет представлен перевод предложений на русский язык. Шумбрат, Куйгрыш! Шумбрат, Кристина. Тонкельк саклува матень, Куйгрыш! Да, лумась мялезан, мон лувань лама книга, а тон? Ват, Куйгрыш! Монькецен кельгама книгазе! Кодама тонкельгама книгаче. Монкелькса Илья Девинань, нардиши романанц, сомпяк резнавты. А мон луан йовкс, синюрхкянят и тякапинг тухтмяльс. Друзья, вам все понятно? Молодцы! Мы предлагаем вам этот диалог разыграть со своими друзьями и включить в него и другие знакомые вам слова. Вы славно сегодня потрудились, но, к сожалению, наш урок уже подошел к концу. Мы будем рады, если вы продолжите знакомство с удивительным миром акшанского языка в нашей школе мордовских языков. И в заключении нашего занятия нам хочется обратиться вам по-макшански. Лувада книгат, аминь, арситяма тейнт найчеберь. Читайте книги, а мы желаем вам всего доброго. Вася Демазан, Кельгама Ялгат. Няемазанг.